Саид – единственный и долгожданный ребенок в семье Сергегия. Рождение сына родители восприняли как чудо и были уверены, что их дом наполнится радостью. Но, к сожалению, жизнь непредсказуема. Малыш родился недоношенным, а позже врачи поставили ему страшный диагноз – детский церебральный паралич. Здесь, в Сухуме, тут в поликлинике нам поставили диагноз ДЦП, когда ему было уже год. А вначале вообще никаких признаков не было. Вообще. Я думала, уже с 7 месяцев он пойдет вообще. То есть он ползал? Да, ползал и шагал. Ну, конечно, не самостоятельно, но как обычные здоровые дети. А потом уже вот после года поставили диагноз ДЦП. У него деформация обеих стоп. Ребенок постоянно проходит лечение и курсы реабилитации, которые дают положительный результат. В 2016 году Саиду была проведена первая операция по устранению дефекта правой стопы. Теперь необходимо прооперировать вторую ногу. Пока у нас не открылась реабилитационный центр тут в Сухуме, каждые 3 месяца ездили в Россию, в Екатеринбурге. Там такой центр хороший, Бонум называется. Мы каждые 3 месяца ездили туда на реабилитацию. А сейчас мы находимся тут пока. А результат всех занятий Есть, конечно. Он вообще не мог вообще на ноги стать. А сейчас уже более-менее. Врач-ортопед с Питера, она была в Гудаутах, в центре Саркял, и назначила ему операцию срочно. Саид пока не ходит в школу. Мама, педагог по профессии, занимается с ним дома. Он уже знает буквы, цифры и даже стишки. У родителей мальчика сейчас нет возможности оплатить лечение, поэтому они обратились за помощью в фонд Ашана. Операция сложная, на ножку. Стоимость операции 232 тысячи рублей. Ребенок уже записан, дата определена, 16 марта его уже ждут в Питере. Самое элементарное, можно отправить СМС со словом «Добро» на номер 5050. Можно в любой банк подойти, внести сумму пожертвований на наш счет, фонда благотворительный счет Ашана. Можно пополнить Киви кошелек, можно перевести денежные средства на карту Сбербанка и Тинькофф. Самые доступные способы. Сейчас от нас с вами зависит будущее Саида. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму и помочь ему в неравной борьбе со сложной болезнью. Эсма Гуланза, Инала Гухава, Абхазское телевидение.